То. Добрый день, уважаемый Гарри. Рад, что согласился ответить на мои вопросы и принять участие в нашем с тобой долго не бывшем интервью. Приветствую Салам тебя. алейкум, мой дорогой, мой хороший друг Аслан Арцуев. Очень рад тебя видеть. Сегодня еврейский Новый год. И вот ты первый, с кем я сегодня его вот отмечаю, поэтому это для меня большая честь И для меня. и большая радость, что Новый год начинается с таким человеком, с таким гордым, с таким доблестным и человеком чести, как ты. Очень честь имею вот с тобой сейчас. Спасибо большое, Гарри. Большое тебе спасибо. И раз- Поздравляю всех и тебя, и всех евреев в твоем лице. Поздравляю с праздником, с Новым годом. И спасибо за такие слова, конечно. Я их не заслуживаю, но приятно от тебя это слышать. Это очень приятно. Ну, повод, по которому я с тобой сейчас решил пообщаться, не очень приятный, Гарри. Чеченский народ, как ты знаешь, заключил договор между фашистской Россией и бандой ФСБ, как с террористами, тебе хорошо известно, какой договор бывает с террористами, жизнь в обмен на лояльность. И те, кто были не согласны, были уничтожены, посажены, выдворены из страны. Страна оккупирована, затем аннексирована. И вот сейчас этот договор Россия, о чем мы предупреждали, мы не хотели не жить с Россией не потому, что мы не любим русских или мы какие-то расисты или националисты. Мы не хотели жить, потому что нет никаких гарантий. Об этом говорил Джохар Дудаев, что мы не имеем никаких гарантий. Мы находимся в России как на пороховой бочке. Потому что решать мы там ничего не решаем. В основном большинство русские. Они, как мы знаем, очень слабовольные товарищи. И 400 лет противостояния сказывается на том, что мы в этой стране самые третисортные, четвертосортные получаемся в этой стране, поэтому первым достается нам, и поэтому мы хотели жить свободно, чтобы иметь гарантию для своих детей, внуков, будущее. Как, впрочем, ты хорошо знаешь по Израилю, как и Израиль, и евреи 2000 лет стремились, почти 2000 лет, и добились того, чего хотели. И, конечно же, мы тоже добьемся. И я тебе хотел с тобой на тему вот этой мобилизации поговорить. Мобилизация объявлена, как бы называется, все как обычно по КГБшному, по ФСБшному лживо. Всеобщая мобилизация объявляется частичной. Частичная, она, ну, конечно, сегодня забрали одного, завтра забрали второго. Это частично, но заберут в итоге всех, получится. Я хотел попросить у тебя совета. Первые действия, которые нужно предпринимать. У вас в Америке, я помню, были мобилизации во Вьетнам, но это уже много лет после уже войны. Люди отказывались воевать, участвовать в этой войне. И ты опытный человек, ты военный человек, ты, наверное, знаешь какие-нибудь секреты или какие-нибудь дельные советы, которые можно дать людям, которых сейчас насильно мобилизуют фактически на смерть. Да, ну, спасибо тебе огромное. Ты как раз сравнил это с еврейским народом. Еврейский народ тоже пытались много раз в течение веков от него избавиться, истребить его, но делали это неумно. Жгли на кострах, там, убивали. Ну, последняя, наверное, попытка была у Сталина, но он не успел ее привести в действие. То, что он сделал с чеченцами, не успел сделать с евреями. Но до этого до него еще Гитлер попытался сделать, но опять же очень тупо. В том смысле, что просто хотел их истребить как народ своими силами, можно так сказать, да, но это не срабатывает так. Но вот Путин, видимо, изучил историю, он не глупый, он, видимо, понял, так как
Истребить чеченский народ, как ты сказал, уже Россия пытается 400 лет, а чеченцы никак не поддаются. Истребить, конечно, нужно, потому что это все идет в параллели, почему там татарский, почему чеченский, почему еврейский народ, потому что мы не были рабами, мы не были крепостными. Чеченский народ один из самых, мне известных свободолюбивых народов, гордых народов. Его надо истребить. Но истребить, опять же, как Гитлер попытался истребить евреев, или как Сталин попытался истребить чеченцев, там, татар, евреев, я не хочу никого забыть, вы понимаете, что там было еще больше и дагестанцы, и ингуши, много, сейчас просто не буду перечислять всех. Вот этим острием ножа это чеченский народ, да, потому что мы все знаем вот эту трагедию чеченского народа, но сегодня уже татарского тоже. Он умно делает это, в каком смысле, хитро, не умно, может быть, а хитро он делает. Он делает это не в лобовую, вот надо исцелить, попытались там в Первую и Вторую Чеченскую войну, не получается. Он это начал делать чужими руками. То есть, давайте призывать их в армию, забирать. Я же знаю одного такого, который у меня прятали его, сироту, чеченского парня, которого хотели только в армию, только на передовую, только туда загнать, чтобы убить, чтобы истребить народ чеченский таким образом. И использовать их таким образом. И так как я призываю всех войнахов на это не идти. Что я могу сказать? Никаких тут секретов, трюков нету. Просто не идти, сопротивляться, уезжать, прятаться, косить. И в конце концов ничего позорного нету, если вы хотите сдаться. Ничего позорного не было в том, что некоторые евреи могли скрыть то, что они евреи, их забрали в вермахт, а при первой же возможности они перешли на сторону Красной Армии. Никакого позора в этом нету. Тебя тут убивают, тебя тут уничтожают. Поэтому это позор в том, что если ты будешь воевать за своего убийцу. И вот я знаю, многие советские, российские офицеры мне рассказывали про чеченцев, как чеченцы служили в армии, в советской армии. Вот все хорошо с ними было, кроме того, что они не хотели убирать там туалет, они не хотели там стирать за кого-то, под дедовщину не поддавались, дрались, не давали себя унизить. Так вот сегодня, что Путин творит с чеченцами, которых он призывает в армию и посылает на войну, он вашей кровью подтирает все это дерьмо, которое они наделали по всему миру. Сегодня это в Украине, потом это в Сирии, потом еще где-то. Они вашей кровью, чеченской кровью подтирают дерьмо. Если я же знаю чеченцев, это же гордые люди. Просто надо осознать, что служить России, чеченцы, это предательство. Значит, вы не войнахи, значит, вы снаружи котла, вы изгои. Поэтому подчиняться таким приказам против самих себя, против своего же народа, это все равно, что евреям идти и служить в вермахт, и идти и служить в СС или еще куда-то, и уничтожать, предавать самих же себя, уничтожать свой же народ, свою же кровь. Поэтому я призываю всех чеченцев делать все, что возможно. Я знаю, что украинцы и украинский генштаб разрабатывают схему, где сдаться будет легче. Потому что сдаться тоже не так просто. Когда уже вы туда попадаете, сдаться в плен тоже не просто. Это сложная... Да. Гарри, но если уже это получается, это как раз был мой следующий вопрос, Гарри. Да. Когда уже все-таки не удалось спрятаться, по болезни откосить, по семейным каким-то вариантам откосить, и по состоянию здоровья не получилось. И вот оказывается на фронте человек. Как мы знаем, как вот мы получаем информацию,
люди, которые вот призываются, зэки разные, им другие там насильно мобилизованные, принудительно, им оружие, рожки, патроны выдают только перед самым штурмом, например, чтобы, Да, как особенно если, есть, как еще говорили в советское время, чеченцам и саперную лопату доверить было опасно, а тут, если дадут оружие и будет несколько чеченцев, которые вооружены, ну, мало ли кто как поведет себя, да, и как бы побаиваются. Как вести в такой ситуации, вот это был мой следующий вопрос, когда все-таки ты не смог спастись и попал на фронт, как себя вести? Ну, это каждый человек должен решать по ситуации, каждый человек должен решать для себя. Некоторые, может быть, у них нет возможности даже будет сдаться в плен. Некоторые погибнут под артиллерийским или минометным огнем, или хаймарсом. Они же друг Выжить друга там даже не невозможно. видят, противники, фактически. Конечно, нет, они не видят. И ну, некоторые, может быть, могут... Ну, я приведу примеры из жизни. Когда-то американские войска попали под немецкую бомбежку сильную. Прям на них сыпались бомбы. Но бомбы не взрывались. Бомбы не взрывались, и американцы не могли понять, почему эти бомбы не взрываются. И они вскрыли их, и во многих них лежали записки. Говорили, мы узники, мы евреи, которые работаем на фабрике, которая делает вот эти снаряды, да. Говорит, мы ничем помочь не можем, мы все равно умрем, нас все равно убьют. Так хотя бы мы можем здесь навредить немцам и помочь нашим союзникам или помочь тем, кто воюет против них. Поэтому эта бомба не взорвется. Меня рано или поздно все равно поймают, все равно убьют. Но хотя бы этот снаряд не убьет никого из тех, кто меня хочет освободить. Ну, что-то в этом роде было написано. Поэтому каждый принимает для себя свое решение. Опять же, чеченцы парни лихие. Они могут, они придумывают, они не глупые, они битые, они свободолюбивые и должны искать выход из положения. Всегда есть выбор. Опасный, может быть даже смертельный, но выбор есть. Лучше умереть стоя, чем жить на коленях, я так считаю. Лучше идти на пулю, чем сидеть ее и ждать. Поэтому я знаю, что украинские войска и украинцы соблюдают все же правила Женевской конвенции. Если вы видите тех военнопленных, которых они обменяли, они выглядят сытыми, выглядят целыми, небитыми по сравнению с теми военными пленными, которые россияне меняют. Да, они полуживые. Поэтому в Украине я знаю, что и дают и финансовую помощь тем, кто перешел на их сторону с каким-то там техникой или еще с чем-то. И также я знаю, что потом Красный Крест и другие организации европейские дают даже убежище этим людям. Поэтому самое лучшее, что с вами может случиться в том смысле, это если вы попадете в плен, добровольно придете в плен к украинцам. Но я могу сказать, что этим и отличаются чеченцы. Вот много же чеченцев воюют на украинской стороне. Вот это настоящие воины, это настоящие чеченцы. И я уверен, что если попадет в плен или перейдет на чеченскую сторону, на украинскую сторону какой-то из чеченцев или вообще из горцев, из войнахов, то эти ребята их не дадут в обиду. Вот, потому что я их знаю, я их лично знаю, я знаю их командиров. Да, они проверят, да, они знают. Вы же знаете, вы про друга все знаете. И они узнают, кто вы, что вы. И думаю, что вы будете намного в лучшем положении, это раз. А во-вторых, вы сохраните свою честь, вы сохраните хорошее и доблестное имя чеченского народа. Командир спецназа, нацгвардии, чеченец, мы его знаем. В Украине? Я много их знаю. В Украине? В Украине, да, Нацгвардия. двухзвездный генерал, да. А имя не назовешь его? Не стоит? Ты знаешь,
я знаю, я его называю Иса, но некоторые говорят, что это не его имя, а какое-то другое. Но я его знаю как Иса, очень хороший, близкий мне человек. Вот я скоро выставлю программу, где мы передаем помощь украинцам, украинским войскам, и он там тоже выступает. И он говорит, что я сын чеченского народа, он двухзвездный генерал. Гарри, отлично. Если вот сейчас призыв уже начался, и я сейчас активно пропагандирую, чтобы чеченцы выходили на связь, оставляю телефонные номера, по которым можно сдаться Да. украинцам. И если бы чеченцам сделать, как планирует Генеральный штаб для всех, для чеченцев сделать, я бы, конечно, принял участие бы, если нужно, выехал бы куда угодно, для того, чтобы хотя бы по одному их потихоньку вытаскивать. И если ИСА или кто у нас еще там есть бойцы, там батальон Шейх Мансура, батальон Джахара Дудаева, парни с ними я тоже смогу связаться в случае необходимости и так далее. Но еще, Договорились. Гарри, еще один такой дополнительный бонус к этой... Можно? Да, конечно. Давай, давай, если мы будем это с тобой, если мы делаем это с тобой, давай только не будем это ограничивать на чеченцев. Давай всех горцев, всех ребят, которые имеют честь, имеют доблесть. Ничего позорного в этом нет. Позорно это воевать за своего врага. Вот это позорно, это трусливо. А используя своего врага перейти на правильную сторону истории, это кроме чести ничего нету и храбрости. Но я бы включил туда не только чечен, там и ингуши, и дагестанцы, и много горских народов, конечно, которые пользуют это. И я вам всем, всех призываю вас связаться со Сланом, говорить с ним. Мы найдем способы, я обещаю, я даю слово офицера, что я обещаю, что мы найдем способ, как вас оттуда вытащить. Но не берите оружие против своих братьев, против тех же чеченцев, против тех же дагестанцев, против тех же, которые воюют. У грузин, много грузин, которые воюют на стороне Украины, воюют на правильной стороне истории. Ну, дополнительно тогда уже, раз мы говорим о переходе на сторону и так далее, я знаю, что в Украине есть такая программа в случае, если вы приезжаете на танке или на каком-нибудь хорошеньком БТРе или грузовике, вам выплачивают определенную сумму. Можешь поподробнее что-нибудь рассказать? А то был бы неплохой мотиватор людям, которые рискуют жизнью. Суммы не маленькие, и с этими людьми обходятся очень лояльно и очень хорошо. Есть в интернете можно найти, как это сделать. Есть еще вот этот темный интернет, dark интернет, где они у вас могут купить. Если вы привезете, вот уже были случаи, где российские солдаты привозят, вот Тигра привезли, этот джип советский, бронированный, оставили там на одном месте, украинцы пришли, его забрали и перевели ему деньги, заплатили этим ребятам. Они платят вам, даже если вы не хотите переходить на их сторону, но привозите им какую-то аппаратуру, какой-то такой ленд-лиз, можно сказать, российский. Они оплачивают это есть все в Даркнете, это есть описание, так что люди, которые грамотные, которые могут, они могут это понять. Но и да, есть программы, если вы сами перейдете на сторону Украины и с собой захватите технику. О каких суммах идет речь, Гарри, ты помнишь? Не маленьких, там... десятки, по-моему, тысяч долларов. Десятки тысяч долларов. Я точно не знаю, но я думаю, что тоже это там зависит. Какая модель, какая кто. Но если вы пригоните самолет, я уверяю, что вы никогда не будете нуждаться в своей жизни финансово до конца своей жизни. Или там за танк, за такой крупный, они, конечно же, дают очень приличные суммы. Да, отлично. Гарри, а вот смотри, другая у нас проблема возникает. Сейчас люди, сейчас немного возвращаясь назад, тем люди, которые хотели бы выехать. У нас большая проблема, нас считают россиянцами. И как бы, соответственно, отношение к нам россиянское, как к россиянцам. И
можно ли как-нибудь вот попробовать вывозить в Европу, в Америку, в Грузию, куда угодно, если нет Ты загранпаспорта, например? знаешь, я не знаю, но я считаю, что это окно тоже очень скоро закроется. И ну, каждый человек должен предпринимать все возможные возможности, которые у него есть, это сделать. Есть деньги, нет денег, но спасаться надо, спасать своих детей надо. В Монголию, в Грузию, куда угодно, где ближе к вам, куда вы можете уйти, уходите туда тропами, э, как угодно, но уходить надо. Я думаю, что, да, сейчас, когда ты говоришь россиянцы, это звучит как засранцы, но это все равно, конечно же, сейчас такое отношение к людям с российским паспортом очень негативное. Это понятно, это как там с немецким паспортом, да, к концу войны или после войны. Но я думаю, что со временем это тоже отсортируется. Люди поймут, что не все россияне русские, не все они за войну, не все они путиноиды. Что в конце концов это разберутся. Но пока это идет вот эта вот неразбериха, то вы понимаете, что очень скоро закроется. Я слышал, что даже где-то еще через неделю границы России закроются. Даже И через тогда мы 2 дня, еще говорят некоторые. 27-го уже все будет перекрыто. закроют, поэтому времени чрезвычайно мало. И люди должны понимать, что их отправят, что их кишками, их кровью будут убирать то, где они нагадили, заливать это кровью. Поэтому, братцы войнахи, не идите на это, не идите на это. Это самое большое унижение своего народа. Никакие вы не пехотинцы Путина. А если кто из вас вообще религиозный, то если вы и пехотинцы, то пехотинцы Аллаха, а не Путина. И не Ахмад сила. Какая Ахмад сила? Аллах сила. Бог сила, Всевышний сила, а не Ахмад сила. Глупость это. Ваши деды и прадеды, и прапрадеды выжили в Российской империи, и в выселении все выживали не для того, чтобы сейчас русские вас пустили под убой, из вас сделали фарш. Не для этого они выживали, не для этого они страдали так много. Не думаю, что они поддержали бы вас в сегодняшнем выборе, если вы захотите идти служить в российской армии и воевать против такого же свободолюбивого, такого же хлебосольного, такого же талантливого народа, как и вы сами, против Украины. Неправильно это, неправильно. Ни в одной священной книге вы не прочтете, что так надо поступать. Гарри, Надо и да. да, Гарри, скажи, пожалуйста, какие шансы у России победить Украину, призвав, мобилизировать вообще? Никаких шансов нету. Ну, закидают Вопрос, 1 000 000 человек, 2 миллиона человек призовут. сегодня это современная война, сегодня в войне это не количество. Ну, наберут они еще миллион, А еще Путин 2 это миллиона. понимает? И из украинцев из них сделают кровавый винегрет. Но дело не в этом, дело в том, что какую цену украинцы платят за это. Украинцы же тоже гибнут. Конечно. Да. И это не только россияне. Победы у России не будет. Она уже проиграла. Да и России уже нет самой. Путин ее уничтожил. Нету этой России. И она будет гибнуть и загибаться. Но дело все в том, что, к сожалению, сегодня только Украина воюет с ней. Россия как бы воюет со всем миром, цивилизованным миром сегодня, а за весь цивилизованный мир воюет Украина. Да. Поэтому если кто и может держать оружие в руках, так он должен сегодня держать это оружие в руках на стороне Украины. И вот я надеюсь, Аслан, что я после Нового года попаду обратно в Украину, ты приедешь ко мне, и мы с тобой продолжим эту работу, встретимся с кем надо и попробуем спасти как можно больше войнахов,
чтобы они не гибли за своего врага. Это их сегодняшняя Россия, это не друг чеченского или Конечно. другого кавказского народа. Нашим другом она никогда не была, Гарри. Не было, и не будет, и не будет. Они от вас пытаются избавиться много лет. Но вот сегодня Путин нашел так хитрую схему, что вы как бы сами себя убьете. Да. А не он. И это хитрее, чем то, что делал Гитлер с евреями или так далее. Или то, что Сталин делал с чеченцами. Враги Путина, враги России, украинцы, убьют врагов Путина, России, чеченцев. Просто враги России будут между собой друг друга убивать. Да. Причем у чеченцев шансов меньше. Ты знаешь, в Украине очень хорошее разделение. Они не называют чеченцами, они называют только тех, кто на украинской стороне. Да. А те, кто на российской стороне, они их называют кадыровцами. Они даже не называют их чеченцами, они не воспринимают их как чеченцев. Что, мол, это не чеченцы, это кадыровцы, это бандиты. Это продажные какие-то там бандиты, которые воюют на стороне России. Они их не считают, и я их тоже не считаю за чеченцев. Тех чеченцев, которых я знаю, теми чеченцами, которыми я окружен, они бы никогда так не поступили. Они бы никогда не пошли воевать за своего... Да, многие из них живут в России, да, многие, я знаю, они там живут, но они не за Россию. И они делают все для победы Украины, а не России. Совершенно верно, Гарри, совершенно. Мы долго добивались, чтобы украинцы нас не называли, их не называли чеченцами, а называли их кадыровцами. И да, украинцы нас услышали, и слава богу. И твоя заслуга в этом тоже есть, немалая. Спасибо. Ты очень много делаешь для чеченцев. Спасибо тебе большое. Нам каждое слово, особенно от такого уважаемого человека, как ты, очень важно, не говоря уже все остальное, что ты делаешь, что можно говорить и что нельзя говорить. Спасибо тебе, Гарри. Но чеченцы, к сожалению, помогут только сами чеченцы. Все остальные мы будем стараться быть рядом с ними в этой нелегкой борьбе, как и с украинцами. Но это, опять же, такой же свободолюбивый и гордый народ, который, если его уничтожат, это будет потеря всего мира, для всего мира. Если уничтожат чеченскую культуру, чеченский народ, вот та воинское братство, которое есть у чеченцев, это будет потеря для всего народа. И для нас, для воинов, неважно какой мы национальности, и неважно в какой стране мы служим, но если мы считаем себя воинами, то мы все побратимы, как говорится, мы все одной кровью. И, конечно же, чеченцы, это я никогда не ставлю там на какую-то нацию какую-то печать или какой-то лейбл там, стигму, но чеченцы это настоящие воины. Многие воины берут пример с них. Берут пример, как сплоченно и слаженно работают чеченские воины. Поэтому, конечно же, это будет потеря для всего мира. Поэтому я всегда буду стараться и делать то, чтобы чеченский народ и чеченская нация, Ичкерия процветала, и никто ее не пытался уничтожить. Спасибо большое, Гарри. Тода раба. Скажи, пожалуйста, как на твой взгляд, как долго продлится эта война? Она, к сожалению, продлится столько, сколько администрация Соединенных Штатов как решит. К сожалению, это зависит в основном только от Соединенных Штатов Америки. Что ты имеешь в виду? И если мы дадим наступательное оружие, чем раньше мы дадим наступательное оружие, тем раньше мы дадим тяжелое оружие, тем раньше эта война закончится, тем раньше это убийство детей, женщин, гражданского населения закончится. Но пока что мы не даем, пока что ленд-лиз не идет, и пока что наш Белый дом и администрация тормозит. Мы делаем все, что возможно здесь, и в Конгрессе, и в Сенате, и общинами, и украинской общины, и еврейские общины, и русскоязычные общины. Делаем все, что мы можем, чтобы как можно быстрее и скорее дали тяжелое оружие. Даже уже Шульц как бы прогнулся и сказал, что он даст
леопарды, танки Украине, но Белый дом, похоже, ему тоже поставил блок на это, блокирует. Поэтому украинцам чрезвычайно сложно перейти в какое-то контрнаступление, хотя они готовы и могут, но без тяжелого наступательного оружия, то есть без танков, бронетранспортеров, дальнобойных снарядов в достаточности, штурмовой авиации, вертолетов, это будет стоить украинцам очень много жизней, которых у них нет. Они не могут мобилизовать 1 000 000 человек. У них просто нету этого. Поэтому, к сожалению, это зависит от Запада, ну и в основном от Белого дома сегодня. Когда чем раньше украинцы получат это оружие, тем быстрее эта война закончится. Но вот это вот малодушие, мы видим, что вот это малодушие Запада, Путин это использует. Они не хотели эскалацию и сохранить лицо, они не сохранили лицо и получили эскалацию. Они все время боятся, что его ядерного оружия, так вот своим малодушием он уже поднимает ставки, говорит, вот мобилизация теперь, если через миллион, пока что следующее, это будет ядерное оружие, что вы меня не остановите, пока вот вы так танцуете, пока вот вы малодушничаете. Этого зверя надо было убить еще при рождении, еще надо было его убить в 2000 году, этого беса, но как бы чеченцы, ну что там чеченцы, кому они нужны, что они... Какое влияние они имеют в мире. Потом в 2014 году надо было уже понять, что этого беса надо гасить. Но вместо этого прислали госпожу Клинтона с кнопкой перезагрузки. Ну вот, получили в 2014 году то, что получили. И тоже тянули, пытались договориться, пытались еще что-то сделать. Ну вот, получили 22 год. Да, конечно. Ну, а чем тогда воюют украинцы тогда, если ленд-лиза нет? Ну, деньги же выделяются какие-то. Американцы, я слышу, часто передают, что выделили столько-то миллиардов, столько-то миллиардов. Да, но это все, это опять же, это на будущее очень часто. Это мало, да? Это часто не все, что они объявляют, а это только частично получается. Ну и потом ленд-лиз, знаешь как, его пилить сложно, ты колесо от Хаймарса никому не продашь. А вот бюджет можно. И все равно они за эти деньги получают только то, что Соединенные Штаты им хотят выдать. Опять же, это в основном тактическое оружие, ну и там несколько хаймарсов и несколько дальнобойных гаубиц. Но больше больше не идет. Ну и там противорадарные есть, конечно, устройства и такие вещи. Но в основном это опять джавелины, стингеры, несколько APCs, это Armored Personnel Carriers, ну как БТР, бронированные машины, но наступательного оружия нет там. А как тогда им удалось в Харькове и в других провести молниеносную операцию, не имея... Ну, я думаю, там комбинация вещей есть. Неподготовленность россиян, может быть, перегруппировка россиян. Поймали, короче говоря, да, получается? Да, хитростью какой-то, планированием какой-то, но и кровью тоже. Если вы думаете, что там никто не погиб, там погибли много украинских солдат. Это видно по интернету, где выставляются все эти некрологи. Да. Много солдат. Это же мы же только одну там 1000-ную часть этого видим. А все равно гибло много. Конечно же, если бы была штурмовая авиация, вертолеты, дальнобойные орудия, и все это было в тысячах, а не в десятках, то, конечно, эта бы война закончилась. И кровопролитие бы остановилось. Что и должно было решить ленд-лиз, когда он был подписан 9 мая. Но с тех пор 0 по ленд-лизу. Это не решается. Поэтому сегодняшняя администрация Белого дома, она подыгрывает Путину. К сожалению. Выборы 24 года будут, да? Выборы
президентские выборы в Украине. Сейчас у нас в ноябре будут выборы промежуточные в Конгресс и в Сенат. Поэтому вот сейчас нам надо в ноябре, чтобы все пошло по порядку. А там уже, конечно, мы посмотрим. А там уже 24-й год уж. Сначала надо ноябрь пережить. Но видно, что Байден не, ну, он как человек-то, он уже не в себе, но вот этот коллективный Байден, он, конечно, давосовский, левый, и им комфортнее с Путиным, чем со свободолюбивыми, неглобалистскими странами. Ясно. Ну, не будем углубляться в внутреннее дело Соединенных Штатов. Конечно же, хотелось бы, чтобы быстрее Украина выстояла, быстрее победила. Гарри, если же победит Украина, что светит Чеченской Республике Ичкерия? Или... Я думаю, что, ну, это не если, это Украина победит, просто мы, это когда, это вопрос времени и цены украинской крови. Сразу после победы Украины, я думаю и надеюсь, что Украина будет процветать, все захотят инвестировать, ну, как в Израиле, все захотят быть с победителем, потому что понимают, что сегодня самая сильная армия в Европе, да, наверное, уже и в мире, это украинская армия, и с ней шутки плохи, и то есть это будет стабильность инвестиций в Украину, Украина будет процветать, Россия должна будет выплачивать репарации, ей будет Россия или нет, ее большие финансы заморожены в международных банках, это должно все пойти в Украину, Украина будет процветать, и, конечно же, все будут уже равняться и смотреть на Украину. Россия, надеюсь, распадется на несколько частей, желательно бескровно, чтобы это произошло, но это неизвестно пока что, непонятно, но это то, что вот мои хотелки. И как я вижу, будет сценарий, Россия распадется на несколько частей, и одна из частей это будет свободная демократическая Ичкерия, которая будет хорошим и близким союзником и США, и Украины, и Грузии, и так далее, и Казахстана. Гарри, моя мечта, чтобы Чеченская Республика Ичкерия была союзником, военным союзником и всяким другим экономическим, всяким другим союзником Соединенных Штатов Америки, как Израиль. Конечно же, у нас нет такого лобби, как есть у Израиля, потому что очень давно, много уже десятилетий евреи живут, если не столетий, живут в Соединенных Штатах. Но мы будем осваивать сейчас. Много чеченцев уезжает в Америку. Да, смотри, это такая не очень, ну, это многие люди делают эту ошибку, но это не совсем правда. Еврейское лобби в Соединенных Штатах Америки не за Израиль. Как это так? А самое сильное лобби за Израиль – это евангелисты. Евангелисты, христиане. Они считают, что Израиль святая земля, и Израиль надо сохранить. А американские евреи, они очень либеральные, они левые. А Израиль, он как бы агрессивный, и они не находят много точек соприкосновения друг с другом. У них разные идеологии. И нет, ну не все, конечно, я обобщаю, но самая большая поддержка Израиля и самые большие лоббисты Израиля у нас в Конгрессе и в Сенате везде, и больше всего, кто собирает денег на Израиль, это евангелисты, evangelists. Нам надо дружить с евангелистами, значит. Нет, но я имею в виду, что ты никогда не знаешь. Я думаю, что когда наконец-то Ичкерия будет свободная, демократическая страна, а у вас заложена демократия, когда старейшины собираются и решают, и конечно, когда делают все, чтобы друг с другом не передрались, чтобы они решают, что все ведут себя очень аккуратно, это и есть демократия. Когда люди с опытом, люди со знанием собираются между собой и договариваются, чтобы жить в мире и согласии, понимая, что у них один есть враг большой снаружи. Поэтому я считаю, что Ичкерия будет демократической страной,
с высокообразованными людьми. И, и да, абсолютно это не важно, какой там размер страны или еще что-то, но я уверен, что это будет очень хороший союзник из Соединенных Штатов Америки и в плане бизнеса, и в плане экономики, и в плане военном плане, точно так же, как и Израиль. Израиль тоже не был сразу сильным и большим. Это была Конечно. слабая кверх ногами страна, причем такая коммунистическая, с кибуцами. И поэтому это все займет какое-то время, но я вижу очень такое светлое будущее и для Украины, и для Ичкерии. Но главное, чтобы надо сначала делать все по порядку, а в первую очередь это надо разбить это исчадие ада, Да. эту бандитскую мафиозную структуру, даже не мафиозную, потому что у мафиозников были правила, эту вот бандитскую структуру отморозков, зэков, Да. которая запугивает весь мир и кошмарит весь мир. И кошмарит народ внутри своей страны, как чеченцев, например. И Да. вот мы видим, что они с малыми народами делают. Они их посылают на войну, и от них избавляются. Москвичей, ленинградцев там нету на этой войне. Да, ну и есть, но очень мало, да. Высылают бурятов, дагестанцев, там Да, россиян, ну и оккупированных наших граждан, которые, к сожалению, остались один на один с этим людоедом, и теперь он полностью распоряжается нашими жизнями и нашими судьбами. Гарри, спасибо тебе, не буду тебя более задерживать, спасибо тебе за такое спасибо. интересное интервью, и я надеюсь, мы с тобой будем почаще видеться. Спасибо тебе большое. И мы напоминаем, что войнахи, не идите, делайте все Совершенно возможное. верно. Старайтесь, боритесь, деритесь. Помните заветы своих дедов. Не будьте коллаборантами с врагом своего народа и человечества, по большому счету. Да, спасибо, Гарри, спасибо. Всего самого хорошего. Все будет Ичкерия. Господи, благослови Америку, как я говорю. God bless America. Пока. И слава Украине! Слава Украине, конечно же, слава Украине.